В очках на солнышко слепой Базилио глядит, и умный план в его глазах блестит. А рядом хитрая подруга, лиса по прозвищу Алиса. Знает точно она, как вас обмануть, и в страну дураков вас с собой затянуть. Эти женщины и девушки попали в настоящую сказку в начале лета. Причем сотворили они ее своими руками. Подручный материал, много зелени и цветов, а еще творческий подход и заветное желание победить. Художник Наталья Хиетанин в родной Карелии занималась изготовлением традиционных народных сувениров. Но попав в неволю, любовь к прекрасному, как ни странно, лишь усилилась. Конечно, за то, что я работаю, мне дают благодарности, но с другой стороны, я делаю это от души. Я делаю это для себя. Для меня, скорее всего, быстрее срок идет, когда я занимаюсь творчеством. Леплю или рисую картины, или занимаюсь стендами. Я люблю как-то постоянно менять свой профиль, где-то совершенствоваться. В конкурсе ландшафтного дизайна приняли участие все 4 отряда. Выбрали тему «В гостях у сказки», хотя, прямо сказать, на тот момент прямо напрашивался футбольный мундиаль. Кроме композиций со сказочными героями, важно было их необычно представить, к примеру, в народных костюмах со стихами и настоящей Бабой-Ягой. Лукоморье измельчало, персонажей стало мало. Витязи-богатыри по амнистии ушли. А русалка на можайке с дополнительной пайкой. Нет Кощея на полянке, злато все в швейцарском банке. И теперь в его тусовке Абрамович с Березовским. Мы, конечно, думали, чтобы был простор для мысли, да, потому что если мы исполняем сказки, да, то это можно изготовить практически все, что душе угодно. Это фантазия, это волшебство. И когда осужденные услышали эту тему, они, конечно, с воодушевлением и энтузиазмом восприняли ее. И когда они принялись к исполнению, мы иногда даже поражались, насколько они заинтересовались, насколько у них проснулся соревновательный дух. Творчество и яркие краски в женской колонии можно увидеть не только летом. Когда бушует вьюга, радуют глаз композиции из снега. Этим летом нашли свое место и солнечные часы с футбольным забивакой. Администрации колонии важно, чтобы после рабочей смены в швейном цеху у осужденных было занятие, так сказать, для души. Герои «Золотого ключика», за которых жюри присудило первое место, теперь обладают неплохими шансами на победу в республиканском конкурсе. А еще, что важно уже для города, всеми этими рукотворными персонажами скоро могут насладиться те, ради кого все в этом мире и задумано. Сказки переедут в детские сады Микуни. Эдуард Бушуев, Павел Люленмин, телеканал Юрган, Микунь.